Компромат на Минтимира Шарипыча действительно есть. Он перешел ко мне от отца. Отец у меня долгие годы был соратником, сподвижником, близким другом Минтимира Шарипыча. Все это происходило в Мензелинске. Тогда 3 года возглавлял сельхозтехнику Минтимир Шарипыч. Ему было тогда 26 лет. Моему отцу он был постарше, он был председателем колхоза. Колхоз Ян-Аюл, деревня Аю, значит, центральная. И вот в чем суть компромата. У меня отец с 26-летним Минтимиром Шарипычем очень любили рыбу ловить корзиной. В деревне Аю была такая ветвистая, очень такая, значит, с такими поворотами, такая небольшая речушка. И вот они ловили карасей корзиной вдвоем, значит, и однажды произошел такой случай. Поскольку река такая, она с поворотами, и там на поворотах есть такие, как размытые канавы, и вот в очередной раз, значит, Сакинапа, моя мама, они ждали дома, потому что у Сакинапа был уникальный рецепт, она жарила карасей в сметане. И вот Сакинапа ждет дома, они ловят рыбу, значит, и вот в корзину попалась рыба, уже было видно 5-6 карасей уже в корзине, и вот на повороте Минтимир Шарипович провалился в яму. И, значит, ну, никто бы там никогда в жизни не утонул, там максимальная глубина, может быть, 1-1,5 метра. И вот он провалился в эту яму, его понесло течением. У меня отец кричит: «Минтимир, бросай корзину, бросай корзину!» Значит, а он не бросает корзину. И все равно он хоть и как чуть под воду не ушел, как это все по рассказам, значит, моего отца, и вот он все равно не потеряли они этих карасей, его вот это усердие, они вытащили этих карасей, значит, и, значит, было прекрасно, пожарили рыбу. И при встрече у меня отец всегда говорил: «Минтимир Шарипыч, меня был компромат, этот компромат, я обязательно расскажу Сакинапа. Я обязательно его расскажу Сакинапа». Ну, Минтимир Шарипович очень сильно смеялся и говорил: «Пожалуйста, не рассказывай, Сакинапа Сулеймановна. Вот, пожалуйста, не рассказывай Сакинапа, значит». И при встрече у них была такая после «Здравствуй», такая всегда дежурная такая шутка. Вот они из молодости всю жизнь вспоминали вот этот случай. Это являлся таким компроматом из первоисточника, это действительно история была. И теперь уже, значит, у меня отца не стало в 97 году, и вот последние годы, когда я встречаюсь с Минтимиром Шарипычем, я всегда при встрече ему говорю: «Минтимир Шарипыч, ты компромат на меня ведь атисюляде, этот компромат ведь мне папа рассказал». Он так этому смеется, радуется. Вот, он прекрасно все помнит, значит, у него шикарная, феноменальная память. Он помнит первого секретаря там райкома Хусаинова, он помнит председателей колхоза, там Усманова помнит, пчеловодов помнит, все помнит, у него прекрасная память, хорошее у него всегда рукопожатие. Вот последний раз мы с ним виделись уже на татарском конгрессе на съезде, я к нему в очередной раз подошел, было очень много народу, все с ним фотографировались, и мы последних 2 встречи, это были во время пандемии, в масках. Хочется рассказать, вот какой он был в молодости. Потом уже все-таки я стал взрослый, я пошел в школу, я все прекрасно помню. Мы с детьми собирались, значит, на вечера, на разные дни рождения. Что было в кулинарии и что было на столе? На столе было такое, значит, блюдо у нас всегда. У меня мама варила калиновый компот. Вот Минтимир Шарипович любил Сакинапа калиновый компот. Делала шенге татарская, значит. И, естественно, был обязательно балиш у нас, лапша, тукмач. Вот такое было меню. Было, значит, всегда были тосты. И даже тогда уже, 26 лет, когда уже я это все помню, ему было 30 лет, он и тогда как-то очень вдумчиво говорил, очень медленно говорил, вдумчиво. И, конечно, он как-то вот даже из моего детского сознания, это ведь мои детские воспоминания, он отличался. Он отличался вот этой мудростью, спокойствием, какой-то вот, всегда он говорил вдумчиво очень, вдумчиво. Значит, говорил очень хорошо на татарском языке. И, значит, во-первых, не надо забывать, он с отличием закончил школу, он с отличием закончил институт. И вот эта награда,
сегодняшняя, мы этому очень рады, она очень заслуженная, она очень такая, значит, значимая, заслуженная. Поэтому, значит, вот что касается моих детских воспоминаний. Есть такой, значит, еще факт. То, что у нас была старая «Волга», списанная 21-я, она стояла в сельхозтехнике в гараже, и вот ее взял как-то по остаточной цене, выкупил Ментимир Шарипович. Ну, все, конечно, таким немного снисходительно, ее и восстановить было сложно. И вот Ментимир Шарипович взял отпуск, взял машину ГАЗ-51 тогда была, и рессоры от ГАЗ-51 подходили для ГАЗ-21. Вот, и ГАЗ-51 это с таким стартером она была, спусковым. И вот он провел отпуск, и первую машину он сделал своими руками. Вот, он был такой очень упертый, очень такой, значит, до конца дела доводил всегда. Вот 3,5 года он был в Мензелинске, потом он был Муслимова, потом уже был он министром мелиорации. Что хочется еще из детских воспоминаний вспомнить. Был такой момент, когда, значит, всегда дети были, из детей делали какую-то художественную самодеятельность. Я вот плясал, первые мои плясовые ботинки красные, я помню, подарила мне Сакинапа. Имя мне называли, после роддома встречали тоже Ментимир Шарипович с Сакинапой. Поэтому у меня к этой семье особое отношение, особое уважение, особое признание этой семьи. Никогда не было какого-то кумовства там, по блату. Все говорили о работе, всегда. Все равно все разговоры заканчивались о работе, о погоде, о урожае, о сельском хозяйстве. И когда, значит, они восстановили вот эту машину, покрасили, вот он на ней так ездил очень гордо тогда, значит, но машина была сделана практически из ничего его руками. Первая ГАЗ-21 его машина. И было застолье. Никогда в компании не был кто-то пьяный, я не помню, все было как-то вот степенно. И потом, значит, убирались обязательно столы, стулья, и были танцы. Танцы вальс. И вот так красиво в молодости Ментимир Шарипович с Сакинапой танцевали вальс. Ну, все пытались танцевать, но они умели танцевать это. У меня отец профессиональный танцор, они с мамой тоже танцевали, но вот эта вот пара Ментимир Шарипович, Сакинапа, на них можно было смотреть и любоваться. Они вот как-то крутились в этом вальсе. Вот это у меня до сих пор в детских воспоминаниях у меня осталось. Дай Бог здоровья хорошего Ментимиру Шариповичу, долгих еще таких лет жизни. Он является каким-то таким айсбергом, основой таким, значит, для татарской нации. Вот. Мы вот на стороне ищем каких-то героев ищем, которые, значит, а вот наш современник Ментимир Шарипович, это настоящий герой из народа, и мы можем им гордиться, и можно еще его биографию изучать и изучать, потому что вот эти 90-е годы он огромную роль сыграл для, значит, целостности Татарстана, и все-таки всегда у него было государственное мышление, он всегда очень правильно анализировал ситуацию, и то, что у нас очень так, без особых волнений, без особых инцидентов, все это мы вошли в эту перестройку в 90-е, значит, все это благодаря его мудрости, его такой, значит, солидности, мудрости, дальновитости и выдержки, наверное.